Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Сегодня мы поговорим о темпах строительства объектов, возводимых в рамках нацпроектов, об успехах, планах и проблемах отрасли накануне Дня строителя. Все это нам расскажет министр строительства Республики Саха-Якутия Павел Кылычанов. Павел Павлович, здравствуйте! Здравствуйте, Валерия. Расскажите, пожалуйста, в последние 2-3 года строительная отрасль республики очень динамично развивается. Увеличиваются объемы ввода жилья, строятся новые социально значимые объекты. И благодаря чему все-таки удалось достигнуть таких результатов и какие еще меры будут предприняты? На сегодняшний день вы правильно отметили, то, что за последние годы у нас увеличивается темп ввода жилья, увеличивается количество строительства социальных объектов. Все это у нас ведется в рамках реализации национальных проектов, которые были озвучены президентом нашей страны. Сегодня по жилищному строительству у нас стоит задача ввести в строй 570 тысяч квадратных метров жилья. Из них 280 тысяч квадратных метров – это многоквартирного жилья. Сегодня у нас ожидается до конца года ввод 105 объектов, да, из них порядка 65 объектов – это у нас по программе переселения. Также до конца года мы ожидаем ввод строительства 46 социальных объектов, львиная часть из которых у нас реализуется в рамках национальных проектов. Пандемия стала настоящим вызовом для строителей Якутии. Расскажите, как отрасль все-таки сумела перестроиться и выполнить все поставленные задачи по вводу жилья, строительству социальных объектов? У нас пандемия в прошлом году оказала пагубное влияние на привлечение иностранной рабочей силы. У нас ощущался дефицит рабочих кадров, и в этой части все-таки мы вместе с нашими коллегами с Министерства образования, Министерством по делам молодежи, с Госкомзанятости смогли привлечь местные рабочие силы, обучить их, и какой-то частью покрыть дефицит. И в целом мы поставленными задачами, которые были в прошлом году, справились. В текущем году таких острых моментов по привлечению кадров у нас сегодня, к счастью, нет, но у нас появился новый вызов – это удорожание строительных материалов. Но на сегодняшний день правительством Российской Федерации принимаются меры по возможности заказчикам увеличивать цену контракта до 30% в связи с пагубным влиянием пандемии и соответствующим ростом стоимости строительных материалов. Поэтому ждем, не дождемся, когда этот документ выйдет, и в этой части будем отрабатывать с нашими генеральными подрядчиками, чтобы у нас стройки не остановились и наши подрядные организации выполнили все планы. Но пандемия в целом заставила обратить особое внимание на развитие медицинской инфраструктуры республики. Какие объекты здравоохранения строятся и какие вообще планы? У нас сегодня строятся два ключевых больших объекта. Это кардиодиспансер. Он у нас вводится в этом году. В целом на него предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей в этом году. Он будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. И считаем, что в следующем году он уже будет принимать первых пациентов. Второй ключевой значимый объект долгожданный – это онкологический диспансер. По нему у нас также все планово ведется, стройка. План ввода объекта у нас обозначен 2023 годом. И с текущего года началась большая программа по модернизации первичного звена. У нас начато строительство и продолжается строительство 5 районных центральных больниц. Это у нас в Вилюйском Улусе, это у нас в Усьмайском, Момском, Чурапчинском, Татьском и Улусах будут построены новые здания поликлинических и центральных районных больниц, которые будут также оснащены всем современным медицинским оборудованием. Давайте поговорим о проекте реализации переселения граждан из аварийного жилья. Расскажите о ней поподробнее. У нас сегодня реализуется самая масштабная в стране программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Мы должны расселить более 1 миллиона 150 тысяч квадратных аварийного жилья, в которых проживает более 60 тысяч якутян. Это у нас 10% от всей программы Российской Федерации. Если брать в денежном выражении, то это порядка 20% от тех всех средств, которые направляются Российской Федерации на решение этой проблемы. Нарастающим итогом с 2019 года мы до конца года должны расселить 325 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 12 тысяч человек. На сегодняшний день мы половину пути прошли, 179 тысяч квадратных метров расселили, и до конца года оставшиеся объекты должны расселить. Расселяется у нас путем строительства новых домов, либо выплаты компенсации гражданам, которые изъявили желание получить компенсацию. Это у нас касается только собственников жилых помещений. А как выстроена система приобретения нового жилья в рамках данной программы?
Но у нас три механизма. Два механизма предусматривают предоставление жилья. Да, мы либо приобретаем жилье на первичном рынке, да, у застройщиков, которые строят жилые дома, да, либо приобретаем жилье на вторичном рынке. И если собственник изъявил желание, то он может получить компенсацию, но компенсацию он получает по оценочной стоимости, которую делает оценщик. Само исполнение механизмов по предоставлению жилых помещений мы сегодня немножко расширяем в части того, что даем возможность гражданам, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, да, получать жилье в районных центрах, либо в городе Якутске. Сегодня такая практика есть у нас по северным арктическим районам. Да, жители, которые проживают вне зависимости от того, в собственном жилье, либо по соцнайму, могут при соответствующем заявлении в муниципальное образование получить жилье в городе Якутске, либо в районном центре. А расскажите, стоит ли сейчас гражданам, чьи дома не признаны аварийными и не вошли в действующую программу, признавать их таковыми? Но этот процесс обязателен. На наш взгляд, у нас на сегодняшний день реализуется второй этап программы. По первому этапу мы расселили порядка 490 тысяч квадратных метров жилья. По второму этапу, как я сказал, более 1 миллиона 150 тысяч квадратных метров. И сегодня, после 1 января 2017 года, мы видим, что у нас более 530 тысяч квадратных метров жилья уже признано аварийным. Это более 1600 многоквартирных домов. И считаем, что по итогам завершения второго этапа программы у нас наступит третий этап, и эти дома, которые не попали сегодня в программу, будут также включены, и граждане смогут получить безопасное и комфортное жилье. Республика одной из первых наладила контакт с Фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства. Менее чем за 2 года восстановлены права сотен обманутых дольщиков. Как сегодня развивается сотрудничество, в какие сроки республика рассчитывает закрыть вопрос с проблемными объектами? Ну, у нас на сегодняшний день, да, как вы отметили, это налажено тесное взаимодействие с Федеральным фондом по защите прав дольщиков. Да, на сегодняшний день у нас 11 объектов включены в реестр проблемных объектов, 9 объектов это у нас, где дольщиками являются граждане на жилые помещения. И 2 застройщика, которые привлекли средства на строительство нежилых помещений. В целом по каждому объекту у нас есть четкое понимание механизма реализации, да, каким образом, в какие сроки мы на сегодняшний день будем решать те или иные проблемы. В целом скажу что у нас 2 основных механизма, да, работы с фондом. Это выплата компенсаций по тем объектам, по которым Федеральным фондом принято решение о нецелесообразности завершения строительства. Они выплачивают компенсацию по рыночной стоимости. И по объектам, которые имеют целесообразность к завершению строительства, у нас в этом направлении уже начата работа, и мы сегодня по таким объектам, как Монолит Строй 2 очередь, ЧРФИК блок Г1, Г2, да, и другие объекты ведем работу, чтобы до конца текущего года получить разрешение на строительство и продолжить строительство вот этих незавершенных объектов. Павел Павлович, а какими достижениями стройотрасли вы гордитесь и какие объекты вы можете выделить и почему? Ну, в должности я нахожусь более года, да, с мая прошлого года, да, и вот все моменты, которые связаны с пандемией, да, вот они как раз остро ощущались в моей должности, да, и я горжусь тем, что наш строительный комплекс, несмотря на вызовы, которые были обусловлены пандемией, да, и ростом строительных материалов, выдерживает это все. Да, и то, что строительный комплекс республики, несмотря на сложные условия, да, выдержал ни один объект, у нас он не приостановился строительством, и все объекты, которые мы планировали ввести в строй, в прошлом году ввели, и надеемся, что в этом году все плановые задачи, которые перед нами стоят, перед всем строительным комплексом, я имею в виду не только наше министерство, не заказчиков, а именно всех, кто трудится в этой хорошей отрасли, да, которые смогли все это сделать, то, что справились, и то, что, я думаю, у нас еще впереди будет много побед, да, и вот горжусь именно теми ребятами, которые непосредственно работают. А по объектам, объекты у нас значимых достаточно, это вот, как мы отметили, объекты здравоохранения, да, вот кардиологический диспансер, онкологический, который строится, потому что сегодня в отрасли здравоохранения, да, по смертности и так далее, достаточное количество причин именно от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. И мы надеемся, что с вводом этих объектов у нас в отрасли здравоохранения, и в целом по качеству жизни населения будут большие продвижения вперед, и люди будут получать
хорошую квалифицированную медицинскую помощь своевременно. 85-летие стройкомплекса – это хороший повод поговорить не только о достижениях, но и о планах на будущее. Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития. Но у нас на сегодняшний день по вводу жилья тоже ставятся также амбициозные задачи. Мы должны к 30 году увеличить ввод жилья в 1,5 раза. С каждым годом мы должны наращивать темпы жилья. Вот в этой части мы должны создавать условия для застройщиков. Сегодня у нас есть достаточное количество ограничений, да, достаточное количество моментов, связанных с тем, что застройщики даже при финансовых возможностях, при ресурсах не могут выйти на стройплощадку. Вот это мы должны преодолеть и с новыми механизмами КРТ, комплексное развитие территорий, и другими механизмами должны дать возможность нашим застройщикам активно строить. По строительству социальных объектов у нас, вот, как мы отметили, по здравоохранению достаточное количество объектов строится, как в городе Якутске, так и в районных центрах. Сегодня запускается программа по ликвидации второй смены в городе Якутске. Да, это тоже большая отдельная программа, которая сегодня прорабатывается на уровне правительства Республики Саха-Якутия вместе с Министерством просвещения. Да, вот здесь мы тоже видим достаточный объем работы. Да, это достаточное количество школ будет строиться, пристроев школы. Но и в целом по строительству объектов мы должны все-таки все задачи, которые ставятся перед нами руководством республики, страны, выполнять своевременно, но и также решать вопросы, которые связаны с улучшением жилищных условий граждан. И напоследок, в преддверии Дня строителя, что вы хотите пожелать своим коллегам? Но в первую очередь стабильности, чтобы было меньше вызовов, да, чтобы в плановом порядке наши строительные организации работали, чтобы не было потрясений, да, чтобы были достаточные объемы, да, чтобы эти объемы позволяли компаниям развиваться. Мы все-таки рассчитываем, что по итогам реализации отдельных программ, по итогам реализации каждого проекта компания строительная наша становилась все сильнее, мощнее, и по итогам реализации наших нацпроектов наш строительный комплекс, да, мог бы крепко стоять на ногах, да, и решать все масштабные, амбициозные задачи, которые стоят перед нашим строительным комплексом. Благодарю вас, Павел Павлович. Ну а я напомню, что сегодня мы разговаривали с министром строительства Республики Саха-Якутия Павлом Кылачановым.